Здравствуйте, дорогие телезрители! Общая тема нашей лекции гласит: гунны – древние предки кыргызского народа, или Атила – великий кыргызский баатыр. Конкретная же тема, которую мы сегодня будем разбирать, означает повествование об Атиле, походы Атилы против германских бургундов и против германских вестготов. Среди всех 12 гунских кыргызских ханов наиболее известным был хан Атила. Он везде присутствует, когда говорят о гуннах, подразумевает только его. И в самом деле он самый выдающийся среди них. И хан Атилла, его даже называли европейцы того времени бичом Божьим, что он наслан европейским христианам, в то время уже христианство в Европе было, христианам за их грехи, за их греховную жизнь, что он должен всех привести в порядок. И он выступает от имени Бога, его называли бичом Божьим. Когда говорят Атилла, говорят, вот он Атилла великий завоеватель, он много завоевал, он много сделал, но конкретно, вот много книг о нем написано, они разбирают его или общие его характеристики, или некоторые частности, но никто из них не дает систематизированного, конкретно, то есть хронологически разложенного описания его воинских походов. Вот которые походы он совершил, Атилла, будучи и вторым ханом гуннов, и будучи первым ханом гуннов. Первый поход датируется 437 годом нашей эры против германских бургундов, которые жили между речи Рейна и Майна. Второй поход датируется 438 годом против германских вестготов в Южную Галлию, это территория современной Южной Франции. Третий поход длился 2 года. Это поход войск Атилы через Кавказ, в Закавказье, на помощь арыманскому царю Ваче и его военному министру Вардану против иранских и против восточно-римских завоевателей. Четвертый поход был организован в 447 году, и он был направлен на Балканы, на территорию современных Балкан против Восточной Римской империи, а точнее против Византии. Пятый поход, 451 год, направлен против Западной Римской империи, в Галлию и в Германию. И шестой, последний поход, 452 год, который совершили гунны Атиллы, это в Италию. Все эти походы, они изложены в исторических памятниках, источниках. Все они совершались под непосредственным руководством самого хана Атилы. Он сам готовил поход, сам руководил походом. И сам, как говорится, завершал поход и возвращался с войсками назад. За все эти времена, все эти года, свыше 15 лет, рядом с Атилой находились следующие вот такие его верные помощники. Во-первых, главным его помощником был его дядя по материнской линии Сабир Айбарс, который
стал впоследствии, когда Аттила станет первым гунским ханом, он станет самым главным гунским шаманом, то есть камом. Кам по-гунски означает шаман, гунским шаманом. А гунны были тенгрианцы, верили в тенгри, верили в зеленое высокое небо. Этому Айбарсу было тогда лет на 25, он был лет на 25 старше Аттилы. И он был очень мудрый, толковый человек, и он давал Аттиле очень дельные и такие толковые советы. Вторым его сподвижником был кыргызский полководец, военачальник, тоже из царского рода, его звали Түлек. Он происходит из рода Түлек. Сейчас этот Түлек можно интерпретировать и представить, как он вошел потом в большой кыргызский род Төлөс или Дөлөс. Вот кыргыз Түлек. Дальше следующим его советником и сподвижником был славянин Ант по имени Поскребыш. Поскребыш, он из истории древнегунской известен тем, что мать у него была гунка, отец был славянин. И мать была моложе отца лет на 20. И отец назвал, потому что у отца он родился как поздний ребенок, Поскребыш, отец его назвал Поскребышем. Сейчас такие имена и фамилии в русском языке есть. Этот Поскребыш занимал должность в гунском каганате, в гунской империи, должность, как бы сейчас можно сказать, тамга станабаши, это можно приравнять к начальнику таможенной службы. Тамга станабаши. Тамга, это означает тамга стана, это место, где ставят тамгу, печать. Место, где отвечают товары. И пропускают, берут за них плату и пропускают их, или выпускают их, или за границу, или впускают внутрь государства. Тамга станабаши. Абаши – это руководитель, глава. Тамга станабаши Поскребыш, кроме того, он руководил еще, у него были функции не только таможенные, он занимался всей, как бы сейчас можно сказать, иностранной торговлей, все зарубежной торговлей, то есть все, что надо было торговать за рубежом в гунском государстве, все проходило через его ведомство. Кроме того, он еще, как бы, можно сказать, был начальником личной финансового ведомства, то есть все финансы гунского каганата шли через его руки, как бы министром финансов был в гунском каганате. Таким образом, Поскребыш выполнял 3 функции. Руководителя таможенной службы, руководителя службы зарубежной торговли и руководителя финансового ведомства. Следующим у него помощником был патриций латинянин из Западного Рима, его звали Орест, его прислал в качестве аманата и в качестве своего представителя, приятеля и друг Аттилы Флавий Аэций. И он приехал 22-летним молодым юношей, и Аттила остался до самого конца, и он будет с Аттилой до самого конца, и только после его смерти он вернется назад. И, что интересно, сын этого Ореста потом займет пост императора, станет императором Западной Римской империи, станет последним императором Западной Римской империи. И сын этого Ореста, последний император, уже появился и родился, и вырос на территории римского каганата и в городе Ахсуеке, где имел свою ставку Аттила. И этот Орест, он будет назначен в силу своей грамотности, исключительной памятливости. Он был такой толковый, грамотный, знающий, очень рассудительный. И
он будет назначен Атиллой на должность Эль-Тумен-баши. Эль-Тумен это сейчас можно приравнять как начальник штаба. Эль-Тумен-баши как начальник штаба. Он будет начальник штаба всего гунского государства, гунских войск. Следующим пятым у него был его сподвижник, его друг с детства, вместе они учились, германец Остгот Валамер, который предводительствовал всеми германскими племенами в составе Гунской империи, был очень дружен с Аттилой. Вместе они учились в той школе в Ахсуеке во времена учебы, когда Аттила был еще маленький, Валамер был маленький. И все вместе, вот эти 5 человек, они составляют как бы его основной штаб, его мозговой центр, с которыми он всегда советовался. И вот эта вещь о том, что Аттила привечал и принимал к себе в качестве ближайших советников не обязательно представители своего народа кыргызов. Там были, как мы видим, кроме кыргызов, были там и славянин Ант, и латинянин, и германец. Это запечатлено, это содержится и в кыргызской истории, в кыргызской санджире. Орозбек Айтмбет поэтому пишет по этому поводу. Интересные вещи пишет, что Аттила Гун, Байыркы кыргыз, то есть Аттила Гун, древний кыргыз, он великолепно знал германский язык, знал латинский язык, знал греческий язык, но его отличительной чертой, я просто даю перевод на русском языке, его отличительной чертой было то, что он привечал и принимал к себе на службу знающих, грамотных, толковых людей из всех других покоренных и непокоренных дружественных народов. То есть эта идея, что Аттила принимал к себе на службу и пользовался талантами таких выдающихся людей из разных народов, эта идея содержится и в кыргызской истории, и в кыргызском санджира. Первый поход против Бургунда был совершен в 437 году по такому поводу. В 436 году к Аттиле приехали Аттила, хотя и был вторым ханом, но пользовался огромным уважением среди всех дружественных и вассальных народов. К нему приехали представители от народа франков, который проживал на севере Европы, в низовьях Рейна. И они привезли такую челобитную Аттиле, что, пожалуйста, помоги нам разобраться. Все дело в том, что у нас от отца 2 сына претендуют на трон конунга франков. Одного звать Мерових, другого Гундебаут. И вот мы никак не можем, они собираются чуть ли не воевать друг с другом, сражаться друг с другом. Мы этого не хотим, потому что мы один народ. Помоги нам с ними разобраться. Пошли к нам в свое третейское судейство, пусть они разберутся, как вы решите, мы ваш авторитет уважаем, так оно и будет. И Аттила посылает туда 3 людей. Это сабирский великий, то есть большой шаман Сабиров Эскам, ну, разумеется, после Айбарса. Это предводитель славянского племени венедов по имени Деряба. И это предводитель остготов и гепидов царевича Дидарих. Вот 3 гунна Эскама, славянина Дерябу и царевича Дидариха. Ну, хоть они царевич, они все не молодые уже, все в возрасте. И вот он их всех туда посылает, чтобы они на месте этот вопрос решили, и чтобы братоубийственную войну там предотвратили среди франков. В 1936 году уехали летом и пропали об этом. От них ни слуху, ни духу. Ни слуху, ни духу. И только в начале 1937 года, почти через 8-9 месяцев, уже весной, выяснилось, что они были по дороге убиты.
Но убиты не франками, нет, не подумайте, убиты бургундами. Они были, оказывается, у франков, франкам разрешили все их споры, поделили между ними привилегии, назначили старшим конунгом над определенной частью народа Гундебауда, который был старше по возрасту, младшим назначили Меровига, поделили между ними функции, и нагруженные богатейшими дарами, и в сопровождении своих 200 воинов из Крымского Тумена, они не спеша осенью 1936 года с низов Рейна вдоль русла реки Рейна возвращаются на свою родину. И между речи Рейна и Майна их вдруг зовут в гости к бургундскому конунгу Гундахару. А бургундский конунг Гундахар, тоже не молодой человек, как-то прознал, что едут оттуда послы, 3 посла, при них 200 человек охранной дружины, что огромнейшие дары они везут с собой: золото, серебро, медь, оружие, меха, и решает этим завладеть. А Гундахар питает нелюбовь, если даже не вражду к гуннам, поскольку они были вынуждены со Среднего Дуная уйти из-за гуннов. В сущности, гунны их потеснили оттуда. Гунны с ними не воевали, они просто пришли и потеснили их оттуда. И зовет их в гости к себе, напаивает, кормит, и ночью их во сне всех убивают. И убивает всех воинов охранной сотни, 200 человек из Крымского Тумена. Только 2 человека как-то смогли выплыть, все были брошены в Рейн, в воды Рейна, раздеты догола и брошены в воды Рейна. Только 2 человека смогли выплыть, и местные кельты, бургунды там пришли народ. Бургунды пришли, захватили власть и заставили местных кельтов, галлов на себя работать, отбирали у них весь скот, отбирали у них урожай, отбирали у них девушек, в общем, всячески измывались над этими местными кельтами, и кельты спасли вот этих 2 крымских воинов, вылечили, выходили и доставили тайно в Пушту. Аттила собрал войско, 3 тумена. Один крымский тумен, сборный крымско-кыпчакский тумен, другой славянско-венецкий тумен, 3 германско-остготский тумен. И с 3 туменами он выступил в поход на Гундахара. Но он дал знать своему приятелю Аэцию, чтобы тоже приходил на помощь, потому что он знал, что Бургунд доставляет очень много зла римскому государству в лице его пропретора, заместителя наместника Галлии Флавия Аэция. И Флавий Аэций ответным в своем послании, скорым гонцом, ответил, что он придет с 4 легионами. 4 легиона – это 24 000 солдат. И послал, как Аттила, еще гонцов к Гундебауту, к которому ездили послы в качестве третейских судей. И Гундебаут ответил, что он придет с 10 000 воинов, и к концу августа эти все 3 конных тумена гуннов, 24 000 воинов, 4 легиона римлян и 10 000 воинов франков окружили 50-тысячные войска Гундахара в окрестностях сегодняшнего города Страсбурга и полностью его победили и уничтожили. Добыча была огромная. Гунны захватили где-то 5000 молодых девушек в жены, захватили много золота, мехов, оружия, скота, и с добычей ушли назад. И слава Аттилы уже пошла и по германским, и по гальским землям, и тем более среди гуннов. Через год, в 1938 году,
от Аэция уже пришло послание, посланники, что прошу к лету, к началу июля с 3 туменами прибыть в Южную Галлию, потому что я собираюсь, как его, воевать с вестготским королем Теодорихом. Дело в том, что вот это, когда Ульдин победил Гайну, и вестготы ушли туда, они там образовали свое государство. Это в пойме реки Гароны, там есть 3 больших таких города. Они были до сих пор в подчинении римлян, но вестготы пришли, захватили их, образовали свое вестготское королевство. Эти города назывались Ош, Тулуза и Бордо, но они немножко по-другому назывались, по-римски, это современные названия, я говорю. И образовали там свое королевство, захватили власть, из местных кельтов, галлов, галло-романов обложили огромной данью, огромными податями, налогами, заставляли их на себя работать, сами стали господами. И эти галлы восстали и послали к Аэцию людей, послали к римскому императору людей: пожалуйста, будь добр, римским императором был тогда Валентиниан, пожалуйста, помогите нам, спасите нас от этих вестготов. И римский император послал Аэция, Аэций призвал на помощь Аттилу, Аттила пришел с 3 туменами, 30 тысяч воинов. У Аэция было где-то около 6 легионов, это 36 тысяч человек. Местные галло-романы, галлы, кельты тоже собрали до 20 тысяч человек. И они окружили город Тулузу, где засели руководство этой самопровозглашенной вестготского королевства во главе с Теодорихом. Уже окружили и собрались уже уничтожать их, то есть взять и уничтожить их. Смогли они захватить половину вестготского войска, около 20 тысяч человек взяли в плен, но оставшиеся заперлись за стенами Тулузы. Но здесь пришел приказ от императора Валентиниана прекратить поход. Вы дань взять можете, но никого убивать нельзя, а тем более Теодориха не трогать. И все. Ну что, Аэций слушается своего императора. Аттила, раз он получил свою положенную ему оплату, добычу, женщин, золото, серебро, медь, меха, деньги, все он получил. Он довольный, как говорится, богатой добычей, почти не потеряв ни одного человека убитыми и ранеными. Мало было потерь, человек 20-30 всего лишь погибло. И они начали возвращаться назад через всю Галлию. И у наших санджира, русских санджира, есть эта идея о том, что разговор Аттилы с Телёком. Аттила говорит: смотри, какая благодатная земля, это Галлия, это современная Франция, южная. Я здесь служил 7 лет. 7 лет. Здесь воткнешь прутик, он произрастает на 2-й день. Прорастает. Земля черная, благодатная. Нам и зимой снега не бывает. Здесь скот можно пасти великолепно. Может, мы сюда все-таки переселимся, это Телёк, давай подумаем. Они начинают. И Телёк говорит: да, конечно, эта земля хорошая. Даст Бог, все-таки давай сделаем Галлию своей новой родиной. И с Пушты перейдем сюда, в Галлию. Благо здесь земли свободной очень много. То есть, конечно, при благоприятных стечениях обстоятельств мы могли бы приобрести новую родину. Это была бы уже Франция. Но в истории не бывает сослагательного наклонения. В истории бывает так, как есть. Спасибо большое за то, что выслушали меня. Я думаю, до следующих встреч. До свидания.